8 мая в столице Башкортостана состоится концерт, посвященный Дню Победы. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю моего собеседника. Это Фарид Идрисов, дирижер симфонического оркестра театра оперы и балета, а также главного госоркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан и автор государственного гимна нашей республики. Фарид Фатихович, здравствуйте. Здравствуйте. Фарид Фатихович, итак, мы с вами говорим о том, что ко Дню Победы традиционно уже состоится концерт главного госоркестра Республики Башкортостан. Какая будет на этот раз программа? Ну, как обычно, в этот великий праздник наш оркестр, Академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, подготовил тоже большую такую интересную программу. Конечно, мы не могли не сыграть 7-ю Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Эта симфония, она воссоздает тот период нашей истории, когда фашистская Германия, вероломно напав, подошла уже к Ленинграду, и когда началась блокада, уже Шостакович начал писать симфонию, 7-ю симфонию. Первые 3 части он закончил в блокадном Ленинграде. Затем он был эвакуирован в Куйбышев, где он дописал симфонию. И есть очень интересный момент, который связан с нашей республикой, Башкортостаном. В этот период в Белебей, город Белебей, был эвакуирован военно-политическая академия имени Ленина, в котором был очень хороший оркестр. Дирижером был Иван Петров. Они были знакомы с Дмитрием Шостаковичем. И, насколько я знаю, Иван Петров поехал в Куйбышев, и он, видя вот эту работу, этот труд, понимая, что... И, конечно, не терпелось услышать. И у него, поскольку не было возможности, он попросил партитуру первой части и сделал переложение для Большого духового оркестра. Вот. И, подготовив это произведение, он пригласил Шостаковича. И в январе 1942 года Шостакович выехал поездом в Башкирию, Белебей, но доехал до Приютова, там станция ближайшая. Его встречали, тогда было очень много снега, мороз был, встречали Петров и руководитель Белебея тогдашнего. Вот. И они, когда ехали, сани перевернулись Шостаковичем, но благополучно завершилось, они прибыли в Белебей. И впервые Дмитрий Дмитриевич Шостакович услышал свое творение, первую часть, в исполнении военного оркестра военной академии имени Ленина. Вот таким образом вот как-то мы связаны. Потом Шостакович приезжал в Уфу в 1942 году вместе с квартетом Большого театра, они давали концерт. Поэтому для нас эта симфония, она как-то особо близка тем, что впервые вот прозвучала первая часть у нас в городе Белебей. И, конечно, это гениальное творение, в котором отражается все, начиная вступление, это мирное утро Ленинграда, еще работают заводы ночью, и начало войны, и всем известная тема нашествия. Конечно, это потрясающая музыка, уже первой части. И хотел бы дальше сказать о том, что в 1942 году, 9 августа, симфония была полностью исполнена в блокадном Ленинграде. И мы знаем это по фильму «7-я симфония». 2 фильма было, в советское время создано. И вот не так недавно сериал был. И очень все достоверно. Голодные, измученные голодом музыканты, тем не менее, они провели репетиции, а город постоянно подвергался бомбардировке фашистских самолетов. И, тем не менее, она прозвучала. Причем шла трансляция 7-й симфонии по радио, и по громкоговорителям вывели на передовую. И фашисты, немцы, имели возможность услышать. И, конечно, это произвело огромное впечатление. Об этом писал один из участников блокады, немец, который попал в плен, потом вернулся благополучно, сказал, что мы были потрясены этой силой духа народа, потому что музыка – это отражение не только
того, что сам переживает, что видит композитор, но это наше достояние. И, конечно, он через музыку Шостакович отразил вот эту непобедимую, непокоренную силу духа ленинградцев и нашей Фарид страны. Фатихович, расскажите, какая атмосфера в это время, когда вот играют именно музыку и именно концерт ко Дню Победы? Какая атмосфера в зале? Вы знаете, вот ведь у нас в крови вот трепетное отношение к Дню Победы, празднику Дню Победы, потому что нет семьи у нас в стране, в России и в наших бывших союзных государствах, которым не коснулась война. Вот в моей семье мой дед Мусин Усула Гайсович, их просто 7 братьев, 6 воевали на фронтах Великой Отечественной войны. И один из них, Ахмед Гайсович Мусин, он воевал, защищал Ленинград, воевал, вернулся потом в Ленинград, женился и завершил службу. И родной брат моего отца, Фарид Галилович Идрисов, также воевал. То есть 7 человек в нашей семье участвовали в войне, воевали, героически погибли 4. И поэтому для каждого из нас, и особенно, конечно, для нас, музыкантов, артистов, эта музыка, этот день, она очень важная, волнительная. И, конечно, отмечает праздник мы своим трудом, своим искусством, своей музыкой стараемся передать те события тех времен и, конечно, показать наш величайший дух нашего народа. Фарид Фатихович, концерт пройдет в училище искусств. Вот этот зал, чем отличается? Какая там акустика? Ну, для нашего оркестра этот зал, он родной, потому что там начались первые репетиции. В то время создатель нашего коллектива Тагир Тавзякович Камалов, к сожалению, его нет уже в живых, народный артист Башкортостана. Вот. И поскольку я в этом коллективе работаю с 2004 года, мне тоже очень часто приходится работать, поэтому акустика там хорошая. И мы с удовольствием работаем, конечно, в разных залах оркестров по республике, за пределами нашей. Но это для нас родной зал, поэтому я думаю, что будет все хорошо. Вы часто выступаете в военной форме. Почему? Ну, я, конечно, не сказал, что часто, но приходится при проведении каких-то особо важных мероприятий, в которых задействованы военные оркестры, и мне приходится надевать форму, которую я носил многие годы. И крайне моим местом была служба Уфимской высшей военной авиационной части летчиков. В пользу случая хочу передать привет и мои поздравления нашим предстоящим великим праздникам, всех моих сослуживцев, командиров. И для меня это тоже волнительный момент, потому что когда я в форме военной, я чувствую сопричастность к нашим вооруженным силам, к армии, которым я дал 28 лет жизни. Фарид Фатихович, а если говорить о других концертах, которые предстоят исполнить госоркестру, с которыми предстоит выступить госоркестру? Я понимаю, что уже конец сезона, но тем не менее всегда госоркестр завершает сезон на мажорной ноте. Какие, может быть, особо значимые концерты вы бы хотели отметить и порекомендовали бы нашим телезрителям? Ну, во-первых, у нас впереди много выступлений, гастролей по республике. И программа, как всегда, насыщенная, разнообразная, вот, над которым работает наш главный дирижер, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Салавата Юлаева Дмитрий Сергеевич Крюков. И для оркестра, для музыкантов, для нашего оркестра каждый концерт, выступление – это событийный, потому что полная отдача, высочайший уровень, профессиональный уровень оркестра. И это дает нам право сказать, что все концерты, все намеченные планы будут выполнены. Из интереса концерта, я сказал, конечно, концерты разнообразные. Вот завершается, третий сезон завершается 30 июня. 10-я симфония Малера. Но еще будет интересная программа. Конечно, у нас много, мы играем Чайковского, оркестр играет. И будет выступать юная талантливая пианистка Зарина Шиманская. Итак, конец сезона ожидается насыщенным, как обычно, но традиционное событие состоится 8 мая. Концерт ко Дню Победы, который состоится в училище искусств. Да, прозвучат 7-я симфония Шостаковича, во втором отделении героическую увертюру Халика Заимова, и завершается будет концерт торжественной увертюры 1812 год Петра Ильича Чайковского. Но вы понимаете, что исторически все это связано. Они
взаимосвязаны, потому что если мы говорим о торжественной увертюре 1812 год, он был написан специально, значит, к 70-летию победы над Наполеоном и в 1882 году, да. И совпало с открытием храма Христа Спасителя. И также проходила Всемирная промышленная выставка в Москве. Вот. Но это произведение, оно звучит по сей день, очень пользуется большой популярностью. И даже хотел сказать, что в День независимости Соединенных Штатов Америки, наших недругов, вот они исполняют это произведение. Да, так вот используют. Все, в общем, оркестры Европы тоже любят, но в основе лежит все-таки наш патриотизм русского оружия, русского народа, российского народа. И, конечно, нам приятно, что эта музыка великая, бессмертная музыка Чайковского звучит по всему миру. Фарид Фатихович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о предстоящем концерте. Мы желаем вам успехов, мы желаем вам вдохновения, чтобы действительно зритель проникся теми произведениями, которые прозвучат не только 8 мая, но и в целом на концертах Госоркестра Республики Башкортостан. Спасибо. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Фарид Идрисов. Это дирижер Национального оркестра, симфонического оркестра театра оперы и балета, главного госоркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.